Хотя с момента свержения четвертого президента Украины Виктора Януковича прошло около 5 лет, он не перестает выступать перед публикой и рассказывать о том, как протекает политическая борьба у него на родине. На этот раз на выступлении в Москве от него досталось действующему гаранту, Петру Порошенко. Сходу Виктор Янукович заявил, что Петр Порошенко – это не тот человек, который нужен Незалежной. По его словам, олигарх действует лишь в своих интересах. Янукович прямо заявил, что Порошенко – не государственник, а бизнесмен. Янукович также сказал, что Порошенко пойдет на любые провокации ради переизбрания на второй срок. Он призвал местные спецслужбы не выполнять преступные действия и не дать возможности бизнесмену устранить одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. О фальсификациях со стороны Петра Порошенко накануне заявил и директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. На Петра Порошенко вчера пожаловался Виктор Чумак. Он продемонстрировал с трибуны Верховной Рады некие приспособления, которые, по его словам, были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Чумак заявил, что установленные «жучки» – дело рук спецслужб, работающих на Порошенко. К грязным методам борьбы прибегает не только Петр Порошенко. Из 41 кандидата, подавшего документы на данный момент, выкрутиться пытаются и другие. Так, глава Комитета избирателей Украины, КАИУ, Алексей Кошель подал заявление в Службу безопасности страны, СБУ, на лидера партии «Разумная сила» Александра Соловьева. Спор возник из-за того, что Соловьев предложил остановить боевые действия на Донбассе путем переговоров между ЕС, ДНР, ЛНР, США и Россией. Очевидно, что черные пиар-технологии в ближайшее время можно будет наблюдать все чаще. Ожидается, что в конечном итоге в первом туре голосований будет участвовать около 50 кандидатов. Все эти люди готовы перегрызть друг другу глотки. Так что международная общественность, вероятнее всего, будет наблюдать за борьбой пауков в банке. Жаль только, что среди большинства кандидатов так мало адекватных личностей, которые бы действительно хотели счастья для украинцев.